Ну, это было на одном из концертов в Минске. Я выступал с одним из коллективов, в котором играю. И в какой-то суматохе был какой-то очень странный день. Я забыл переодеть кроссовки спортивные. Вот, я приехал на концерт в спортивных кроссовках с кучей аппаратуры и понял, что по времени уже, в принципе, не успеваю, наверное, вернуться обратно, и выступал босиком. Вот, и с тех пор выступаю босиком. Каждый раз? Каждый раз. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Подых струн» и я, ее ведущий Анатолий Длуцкий. Как всегда, мы говорим о бардовской песне. Наша программа интерактивная, поэтому вы можете задавать нашим гостям вопросы, делиться своими впечатлениями и комментарии свои оставлять на сайте www.3belarus.by. А также присылайте смс-сообщения, мы обязательно их обсудим и ответим на все ваши вопросы. А сегодня у нас в гостях молодой композитор, музыкант, писатель Андрей Синкевич. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. У вас борода настоящая? Да. А волосы — это парик? Нет, тоже настоящий. Давайте мы начинаем всегда нашу передачу с песни, поэтому какую вы песню хотели бы спеть, к чему лежит душа, пожалуйста. Песня называется «Музыка, друзья, дорога». Это ваши стихи? Да, конечно. Да? Конечно. Друзья, дорога, все так просто и немного жаль, что потеряли столько дней. Без причины и без цели, но ты помнишь, как хотели мы испить коктейли всех морей. Снова в ночи кто-то кричит, и чье-то сердце бьется, как когда-то ты, будто не ты. Снова считаешь рассветы и закаты, вон пустынный перрон, и где-то она все так же ждет и помнит, но он падали и вновь смеялись, улетали и боялись неба, что обижена на нас. Находили, оставляли, прятались в песок, но знали, сердце не отпустит в нужный час. Снова в ночи кто-то кричит, и чье-то сердце бьется, как когда-то ты, будто не ты. Снова считаешь рассветы и закаты, вон пустынный перрон, и где-то она все так же ждет и помнит, но он миль, поющий ветер, и пейзаж так неприметен. Солнце снова прячется в ночи. Стерты все оттенки красок, сняты миллионы масок, и от дома сломаны ключи. Снова в ночи кто-то кричит, и чье-то сердце бьется, как когда-то ты, будто не ты. Снова считаешь рассветы и закаты, он пустынный перрон, и где-то она все так же ждет и помнит, но он... Андрей, вы молодой музыкант, композитор. Вы окончили школу по классу балалайки. Да, все верно. Да? Да. Да, многие ансамбли, оркестры вы участвовали. А вот писатель молодой, начинающий, о чем вы пишете? Начал в какое-то время с публицистики. Я писал краткие статьи на философские темы. Я сейчас являюсь корреспондентом одного музыкального портала. Пишу о концертах, о выступлениях различных групп. Вот. Но в целом мне близка какая-то стилистика философская, психологическая, скажем, даже больше. Поэтому стараюсь писать о жизни, о людях, о том, как я вижу мир. А песни, которые вы поете, стихи все ваши, да? Да.
А вот я прочитал, вы мультиинструменталист. Что это значит? Ну, в широком понимании это человек, играющий на многих музыкальных инструментах, не схожих друг с другом, скажем. То есть, если человек играет, допустим, на бас-гитаре, гитаре и там балалайке, то есть его, ну, нельзя назвать мультиинструменталистом, так скажем. Какой процент песен белорусские, русские? Тот, который я исполняю, буквально 2-3 песни белорусские, остальные русскоязычный материал, но тот материал, который я белорусский готовлю, я просто хочу его сделать отдельно абсолютно, то есть это будет отдельная концертная программа, поэтому пока это только 3 песни, которые я исполняю. А вот исполнение на гитаре авторских песен, вы одни или вы кого-то еще какой-то? Один. Один? Да. Давайте следующую песню. Следующая песня будет на белорусском языке, она называется «Наш час». Ну, давайте. Свой початок день, сонце версі сміється для нас, а мы ўнізе хаваемся ў цень і шукаем сляпыя наш час. Побач з намі радасць і смех, і, на жаль, такі горкі боль. Мы не бачым пакінуты след, толькі марым, што будзе вольным жыццё. Вольным жыццём. Гукі мінулай зімы застаюцца на лісці паперы, і квартэт пачынае, а мы адчыняем вокны кватэры. Цёплы вецер самотны наш госць напявае пра тое, што бачыў, і спрабуе прынесці нам штосьці новае, і мы ўдзячныя, і мы ўдзячныя. Збіраем радкі, па хвілінах мы лічым гадзіны і бяжым ад сабе без аглядкі, хоць ёсць у нас выхад адзіны. Зноў бярэ свой пачатак дзень, сонца ўверсе смяецца для нас, а мы ўнізе хаваемся ў цень, але ж знойдзем наш час. Мы знойдзем наш час. А как вам комфортнее вот выступать одному с гитарой, да, или вот коллективы когда были? Ну, очень по-разному, на самом деле. Ну, я сейчас же играю в коллективах, поэтому... Нет, я имею в виду вот свои, вот вы чувствуете удовлетворенность где больше? Везде. Ну, для меня музыка — это, скажем, не образ жизни уже, это не просто какое-то хобби, как было когда-то. Вот, поэтому это почти моя жизнь, поэтому я бы не занимался этим, если бы мне не нравилось. Это очень хорошо. А вы пробовали еще кого-то приглашать, музыкантов, вот ваши песни Да, петь? да. Ну, в одном из коллективов мы поем мои песни, но там, скажем, веселые песни больше. Вот. А то, что я исполняю один, был момент, когда мы репетировали с клавишником, вот, но у него впоследствии не получалось уже
просто заниматься этим. Вот, сейчас буквально вот я планирую к весне, наверное, собрать какой-то коллектив, то есть просто для разнообразия, скажем, потому что вижу, как это может быть. Вы чувствуете, да? Потому что просится, вот чувствуется инструмент какой-то, еще скрипочка, может быть. Ну, в голове всегда оно играет. Да, это хорошо. А веселые у вас есть песни, так, вразрез вот то, что вы поете? Да. Спойте, пожалуйста. Песня называется «Утро». Угу. Ты просыпаешься снова под утро, а за окнами снова как будто бы снег. Мы с тобой совсем так не думали, и казалось, много ли, мало ли, нет. Но мы хотели туда, где нас не будут искать никогда, куда от грусти не сбегают поезда. Кружка теплого, крепкого чая, жаль, с тобой никто не встречает рассвет. В коридоре нет пробок, аварий, и дорога чиста, но в душе красный свет. Но мы хотели туда, где нас не будут искать никогда, куда от грусти не сбегают поезда. Под угрюмые звуки трамвая добежать бы, успеть бы, была, не была. В унисон через так напевая те до боли такие родные слова. Но мы хотели туда, где нас не будут искать никогда, куда от грусти не сбегают поезда. А где вы берете темы для песен? Как они приходят к вам? По-разному. Даже так, наверное, не скажешь. Постоянно задают этот вопрос, и я не могу на него ответить. Я как-то не привязываюсь в тематике к каким-то людям или каким-то событиям. Это, можно сказать, мой рассказ людям о том, что я делаю, как я вижу те или иные вещи. Поэтому мне хочется о чем-то рассказать, я рассказываю. Хорошо. Андрей, у нас интернет-пользователи, которые заходят на наш сайт, да, вот есть вопросы, мне бы хотелось, чтобы вы как-то их прокомментировали. Маккеев. Сейчас многие исполняют авторскую песню в современной аранжировке. Звучит достойно, но не превращается ли авторская песня в попсу? Не теряет ли своей душевности? Как вы на это? Для меня, в принципе, бардовская песня, она, наверное, понимается не так, как это принято понимать в нас в стране или, скажем, на постсоветском пространстве. То есть изначально бард в широком понимании — это человек, исполняющий свою музыку. То есть к бардам относится... И текст. Да, и текст, соответственно, да. Конечно. Вот, то есть это Джеймс Блант, это Бон Ивер, то есть это Боб Дилан, это... Но это такие нетрадиционные... Для нас нетрадиционные, да. То есть для нас это как-то экзотично считать Джеймса Бланта бардом, например, да. Вот, но просто буквально вот недавно разговаривали по этому поводу с друзьями и пришли к выводу, что бардовская песня, нельзя ее ограничивать вот какой-то конкретный такой, вот, скажем, там, Высоцкий, например, там, да. То есть при всем уважении этот человек был бардом, да, но почему-то с тех времен вот в психологии человека в нашей стране и в России, ну и там в той же Прибалтике, скажем, осталось вот это понимание. То есть вот эта тематика песен, эта стилистика песен. Вот, и я, и многие мои друзья, которые исполняют похожую музыку, скажем. Вот, мы все-таки надеемся, что со временем люди начнут понимать, что бард — это не только Высоцкий и
Ты знаешь, в этом есть рация, в этом есть сенс, потому что действительно, может быть, рождается новая какая-то, да, новое понимание бардовской песни. И ты Конечно, вот, так должно быть. да, наверное, в этом есть рация. Давай в подтверждение твоих слов песню. Следующая песня будет называться «Нет места для тебя». Это одна из первых песен, которую я написал, когда начал заниматься акустической музыкой. Тогда, когда злой рок оставил нас одних с печалью, в небе звезда зажглась опять, но почему, не понимаю. Серым стал мир, и в отражении только тени, но не люди. Белый пунктир, но жаль, дорога не изменит этот мир. Стой, ну же вернись, ты же и сам все это знаешь. Там не будет больше места для тебя. Ну же очнись, вспомни все то, о чем мечтаешь, и сорви последний лист календаря. Да, и мне понять, чем ты живешь и чем ты дышишь. Пусть навсегда умрут все песни, ты их больше не услышишь. Сотни путей слились в один, но ты не верил, что так надо. Шум тех огней позвал тебя, и ты исчез в потоке дней. Стой, ну же вернись, ты же и сам все это знаешь. Там не будет больше места для тебя. Ну же очнись, вспомни все то, о чем мечтаешь, и сорви последний лист календаря. Вернись, ты же и сам все это знаешь. Там не будет больше места для тебя. Ну же очнись, вспомни все то, о чем мечтаешь, и сорви последний лист календаря. Ну же вернись, ты же и сам все это знаешь. Там не будет больше места для тебя. Ну же очнись, вспомни все то, о чем мечтаешь, и сорви последний лист календаря. Спасибо. Давай вернемся к интернету. Катя К. Была на вашем выступлении летом. Читал в интернете, что сейчас вы работаете над новым дебютным альбомом. Расскажите об этой работе. Да, сейчас работаю над первым своим альбомом. У меня выпущено несколько синглов акустических. А там будет чисто... Нет, там будет по-разному. В него войдет, скорее всего, 9 песен. Наверное, 3 или 4 будут полноформатные, остальные будут сохранять, скажем, такой бардовский режим. Вот. То есть это будет гитара, возможно, с какой-то перкуссией, может быть, немножко фортепиано, например. Вот. Альбом уже пишется. А вот. Как называется альбом? «Мечтатели серых улиц». Это, скажем, название пришло ко мне еще давно, когда я еще, наверное, не занимался своим личным творчеством, когда я еще писал стихи, вот, и так как я говорил, что тематика моих песен и стихов в основном в каком-то поиске постоянном, то есть себя, места, людей, я пришел к тому, что все-таки нужно как-то бороться с этой серостью, которая вокруг нас, как бы многие люди не отрицали этого, но она есть,
И вот тогда ко мне пришло это название, и потом уже впоследствии, когда я был в туре в белорусском, если можно так назвать, я... С какими песнями в туре белорусском? Со своими был. То есть я был во всех областных городах, кроме Гродно, летом, и в Бобруйске был. Вот. А осенью и вот буквально недавно я был в Риге, Петербурге и Москве. И как принимали? Здорово. А была в основном молодежь, да, которая близкая? Очень по-разному. Вот в Риге был очень разный контингент, то есть там, скажем, даже почти все, наверное, были постарше, чем я. Да? Вот, да. И ты с гитарой просто Да, был? да. А кто делал концерты, кто это, рекламные все? Ну, места находил я сам, вот. А там уже кому нравилось, тот помогал. Понятно. А какую-нибудь песню из этого альбома? Да, исполню песню «Мечтатели серых улиц». Так и называется, заглавная песня. Да. Чувствовать каждую минуту и смотреть в небо, бежать по кругу, будто стрелки, так нелепа жизнь выше этих стен. Хочешь улететь от всех, лишь чтобы стало легче, но чем ты лучше тех, кто заточен навечно здесь в свой жестокий плен. Открой глаза, мир пусть давно как глобус, я направляю объектив туда, но там не фокус, жаль, слишком далеко. Вы не хотели ждать, вы не хотели верить, если поезда все в один миг взлетели вверх. Кто со мной, никто. Топтались по лезвиям славы, мы как безумцы пытались, но знали, что свет уже тысячи лет, как, увы, но совсем не приходит за нами. Там, казалось, найдем мы спасенье и станем больше, чем собственной тенью, но нет. Раз за разом ответы, стучась, мы толпимся за дверью. Кажется простым уйти, не остаться рядом, хочется бежать, беги, но не жалей, не надо слов, правды больше нет. Стены и мосты молчат, как будто прячут что-то, а небеса кричат, но ведь не так-то просто встать и пойти на свет. Топтались по лезвиям славы, мы как безумцы пытались, но знали, что свет уже тысячи лет, как, увы, но совсем не приходит за нами. Там, казалось, найдем мы спасенье и станем больше, чем собственной тенью, но нет. Раз за разом ответы, стучась, мы толпимся за дверью. А когда была написана эта песня, стихи? Стихи, наверное, летом. Этим? Да. Буквально вот когда я уже ездил с программой «Мечтатели серых улиц», я только, наверное, к последним 2 или 3 концертам дописал текст и исполнил эту песню. Вот. Я в 23 писал, мне 23 уже, я ничего еще не сделал, не написал роман, не построил дом, я не открыл земли и не изведал моря, не убил насилие, существует горе, и смерть гуляет на просторе, как призрак датский в Эльсиноре. Быть может, прочитал бы мой роман, стал кто-нибудь гуманнее и добрее, в моем дому нашел бы счастье и уют, мне 23 уже. Я ничего еще не сделал, лишь только мысли мой уставший мозг гнетут.
Я просто про то, что насколько разные, да, вот я слушаю песню, в смысл все это, и какой, ну, наверное, своему времени, да, свои мысли, свои какие-то. Эта песня, она одна из тех немногих песен, которые я записал. Она вышла весной этого года. Вот, она в каком-то смысле была написана под впечатлением творчества Сергея Бабкина. Вот, замечательный музыкант, и я его очень глубоко уважаю. Один из немногих музыкантов современности нашей, вот, русскоязычных, конечно. Вот. Песня называется «Падают». Слов недопетых песен я устал. Этот мир так тесен, но порой улицы, мосты, все, что пахнет тобой, чувствует те раны, что не лечит время, но за спиной падают хмурого неба, падают, зная, что не был я там, где, забыв обо всем, я забыл бы тебя. Падают хмурого неба капли дождя. Ночи напролет, каждый божий день, автостопом по звездам, бегом по лужам. Столько лет ты искала тень, но ведь не нужно. Кажется пустым, битком набитый мир. Солнце на восходе уже не греет просто. Даже у него есть свой кумир. Падают хмурого неба, падают, зная, что не был я там, где, забыв обо всем, я забыл бы тебя. Падают хмурого неба капли дождя. Неожиданный такой финал. Да. На концертах тоже бывает недоумение людей, не понимают, песня закончилась. Да. Надо как-то, наверное, что-то подумать, ну, если не жестом, каким-то движением, я имею в виду, когда на концертах. Ты участвуешь в фестивалях? Как отдельный исполнитель нет. Однажды это было в Петербурге. Вот. Мне просто интересно, как прием, когда вот фестиваль, действительно разные барды, разные исполнители, вот, и как принимают тебя? Ну, вот такой фестиваль был один, только вот в Петербурге. Очень здорово было, потому что было приятно. Я был единственный человек из Минска, и меня сделали почти специальным гостем, можно сказать. Вот. Ну, ты достойно. Ну, это было очень приятно, потому представлял что... страну.
Ну, я надеюсь, да. Вот. И поэтому было очень здорово, потому что Санкт-Петербург, в принципе, тот город, который я посетил тогда впервые, вот с этими 3 концертами, когда я был осенью. И мне всегда казалось, что это такой очень какой-то антуражный город, где найдется место всем творческим людям. И многие даже говорят, что если собрать хороший концерт в Петербурге, то можно собрать его где угодно. Ну, потому что там та публика, которая она либо ценит, либо нет. Вот. Ну, конечно, это был не сольный концерт, это был фестиваль, но прием был очень теплый, и на тот момент это был такой самый антуражный концерт, можно сказать, самое антуражное выступление. Очень жалко, хорошая беседа у нас, но время быстро течет. Заключительная песня. Последняя песня я сыграю «Уйти». Обычно я ее заканчиваю концерты. Концерт, и у нас то же самое. «Уйти» называется. Добрая традиция. Да. Вечно пробуем жить, спотыкаясь, идем, любим беспечно. Вырывая листы день за днем, падаем в небо. В море соленом прячем мечты, жаль, я там не был. Я все так же иду вдоль черты. Вздохи прохожих, будто бы снова остались одни, жаль, не похожи. Я и ты, он, она и они, стать бы чуть ближе. Может быть, ближе, чем можно понять, но выше и выше. Я хочу научиться летать, как хотелось бы верить, ждать и дождаться, добраться до края и вновь развернуться, прыгнуть до неба, но там не остаться, закрыть глаза и в жизнь окунуться, быть тем, кто-то есть до последнего вздоха, стать смыслом жизни другого безумца. Уйти, но вернуться, тысячи правил. Только уже не хватает всех сил, хранил, но оставил. Крепко держал, но отпустил разбитое небо. Море соленом прячет мечты, как же нелепо. Снова и снова бежать вдоль черты, а хотелось бы верить, ждать и дождаться, добраться до края и вновь развернуться, прыгнуть до неба, но там не остаться, закрыть глаза и в жизнь окунуться, быть тем, кто-то есть до последнего вздоха, стать смыслом в жизни другого безумца. Уйти, но вернуться. Спасибо. Пожалуйста. Андрей, в конце каждой передачи я пою для нашего гостя, для наших телезрителей песню. Но сегодня я в раздумье и в растерянности, потому что у тебя такой молодежный, совершенно особый репертуар, и мне спеть что-то подобрать сложно. Но я думаю, что подойдет песня, которая называется «Наши встречи». Вот, потому что мы всегда куда-то ездим, возвращаемся. Вот, хорошо, если есть любовь. Она, любовь, должна быть всегда. Поэтому я с большим удовольствием для тебя, для наших телезрителей, спою песню, которая называется «Наши встречи».
Наши встречи и наши прощания, сколько было их, сколько будет. Кто-то что-то когда-нибудь вспомнит, кто-то что-то навеки забудет. Море нежное, море ласковое убаюкало нас волной. Вечер чудный, вечер прекрасный, только час мы знакомы с тобой, и ты уезжаешь. Так мама велела, и куплен билет уже. И хочешь, не хочешь, а ехать придется. Тебя ждут в Воронеже. Море это, конечно, здорово, и ты знаешь, что это так. Но у моря есть чудо-сказка и жемчужина Карадак. А об этом не скажешь и не споешь, как увидишь, отвалится челюсть, и как заколдованный замрешь. О боже, какая прелесть! Ну как можно уехать от этой красы, где потухший вулкан у ног, где в диких горах растут цветы, которые садит Бог, где вода фосфорится в ночной темноте. Плывешь, будто весь в огне, и дух занимает, и трудно поверить, что все это не во сне. Но ты уезжаешь, так мама велела, и куплен билет уже. И хочешь, не хочешь, а ехать придется. Тебя ждут в Воронеже. С тобой мы знакомы всего 3 часа, а кажется, вечность была. Твоя голова на моем плече, и ночь незаметно прошла. Часы пробили 5:30, и мама стоит на крыльце. Ты, доченька, что, уже проснулась? Я, мам, не ложилась вообще. Вот это подарок, вот это сюрприз ты сделала мне на дорогу. И мать отвернулась, а дочка молчит, глазами взывая к Богу. Ну что ты волнуешься? Ну что ты дрожишь? Мамаша суровая дама, но она все поймет, и она простит. Ведь это же мама. И вот ты в вагоне, а я на перроне, и поезд вот-вот уйдет, а горечь разлуки лишь в жадном поклоне. Тебя моя песня найдет. Вот так мы встречаемся и расстаемся, как в море седом корабли. И где потеряемся, где мы найдемся, ах, если бы знать могли. Вот такая. Спасибо, Андрей, за то, что пришел ты к нам в гости. Очень приятно. Спасибо. Дорогие друзья, у нас был в гостях автор-исполнитель, молодой композитор, молодой музыкант, писатель Андрей Зинкевич. Дорогие друзья, это была передача «Подых струн». Я ведущий Анатолий Длуцкий. Заходите на наш сайт, предлагайте авторов-исполнителей, которых вы бы хотели видеть в нашей программе. До свидания, до новых встреч.